Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Сегодня, 22 мая, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон отбыл в Тегеран с целью участия в церемонии прощания и выражения соболезнования в связи с трагической гибелью президента Исламской Республики Иран Саид Ибрахима Раиси. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, провожали председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель Маджлиси Намой Андагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В этой поездке президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождают министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей и другие официальные лица. Мы продолжаем наш выпуск в рамках указаний и поручений основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона была отправлена единовременная помощь семьям Ражского и Нурабадского районов, пострадавших от стихийного бедствия. В результате сильных ливневых дождей и силовых потоков был нанесен значительный ущерб Нурабадскому и Ражскому районам. После возникновения стихийных бедствий в кратчайшие сроки в рамках указаний и поручений основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, были приняты экстренные меры по ликвидации последствий стихийных бедствий и обеспечению жителей товарами первой необходимости. В свете заботливой политики лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, агентством по государственным материальным резервам при правительстве Республики Таджикистан оказана единовременная помощь пострадавшим от стихийных бедствий семьям в Ражском и Нурабадском районах в виде муки, масла, риса, сахара, лука, картофеля, моркови и бытовых принадлежностей. Утром 22 мая текущего года колонна большегрузных машин отправилась в эти районы. В общей сложности объем помощи, оказанной семьям, пострадавшим от стихийных бедствий, произошедших в последние дни в этих районах, составляет более 100 тонн. Эта инициатива продолжится и в ближайшие дни будут отправлены строительные материалы и другие товары первой необходимости. Пострадавшим будет доставлена помощь президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, которая направлена в рамках гуманитарной инициативы. Следует отметить, что в период независимости на основе успешной и продуктивной политики основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в деле обеспечения достойной жизни населения постоянно принимаются меры, и во всех случаях жители ощущают поддержку и помощь правительства Республики Таджикистан. 25 мая – Всемирный день футбола. Напомню, 7 мая Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию об объявлении Всемирного дня футбола, предложенную президентом Центральноазиатской футбольной ассоциации, президентом Федерации футбола Таджикистана, уважаемым Рустами Эмомали. В настоящее время утвержден символ Всемирного дня футбола, но от 25 мая у нас в Душанбе пройдет фестиваль в честь Всемирного дня футбола. Утвержден символ Всемирного дня футбола, который отмечается 25 мая. Напомним, что 7 мая Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении Всемирного дня футбола, предложенную президентом Центральноазиатской футбольной ассоциации, президентом Федерации футбола Таджикистана, уважаемым Рустами Эмомали. Отметим, 25 мая в Душанбе пройдет фестиваль в честь Всемирного дня футбола. Футбол является одним из лучших способов укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни, а также важнейшим средством объединения разных народов и наций.
В связи с этим президент Центральноазиатской футбольной ассоциации, президент Федерации футбола Таджикистана, уважаемый Рустами Эмомали, 9 февраля этого года впервые предложил Организации Объединенных Наций признать роль футбола на глобальном уровне и официально объявить Всемирный день футбола путем принятия специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении Всемирного дня футбола. В этой резолюции подчеркивается важность проведения крупных международных спортивных мероприятий в духе мира, взаимопонимания, международного сотрудничества, дружбы, толерантности и без какой-либо дискриминации. Таким образом, международное сообщество единогласно приняло инициативу президента Центральноазиатской футбольной ассоциации, президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустами Эмомали, об объявлении 25 мая Всемирным днем футбола. В Таджикистане ежегодно 23 мая отмечают День молодежи. Этот праздник был учрежден еще в 1997 году решением президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Молодежь – это мощная, созидательная и ведущая сила нового общества нашей страны, гарант будущего народа. К этому дню во всех городах и районах страны проводятся различные мероприятия с участием представителей нашей замечательной, талантливой таджикской молодежи. Таджикистан – страна молодежи. Согласно статистическим данным, более 33% населения страны составляет молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, а средний возраст населения в стране составляет 25 лет. Молодежь своим активным участием во всех сферах жизни общества вносит значительный вклад в развитие государства и благоустройство Родины. Достижения и успехи молодежи Национального университета Таджикистана на олимпиадах, республиканских и международных соревнованиях и в других областях, включая науку, инновации, изобретательство и спорт, и с каждым годом возрастают. Об этом было сказано на мероприятии под названием «Роль молодежи в защите национальных интересов», организованном в честь Дня молодежи в Национальном университете Таджикистана. В конференции приняли участие представители Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Республики Таджикистан, Исполнительного комитета Народной демократической партии, преподаватели и студенты университета. На мероприятии было подчеркнуто, что правительство страны с самого начала обретения независимости уделяло особое внимание молодежи и по сей день принимает необходимые меры во имя всесторонней поддержки молодежи. В годы государственной независимости были приняты и реализованы программы и стратегии, а также ряд нормативно-правовых документов, касающихся молодежной политики. При этом для молодежи страны было создано множество возможностей и привилегий, в том числе учреждена премия имени Исмоили Сомуни для молодых ученых в области науки и техники. Учреждены президентские стипендии для студентов общеобразовательных, начальных и средних профессиональных учебных заведений Таджикистана и международная стипендия Дурахшандагон для таджикских студентов, обучающихся за рубежом. В рамках празднования Дня молодежи в районе Рудаки состоялось шествие, в котором приняли участие 12 тысяч человек, в том числе студенты и учащиеся общеобразовательных учреждений района. Представители молодежи прошли маршем от въезда в центральную площадь района с лозунгами, пропагандирующими национальные ценности. Главная задача подрастающего поколения – стать достойными гражданами страны, сохранив такие общечеловеческие ценности, как человечность, воспитанность, трудолюбие, честность и доброта. В ходе данного мероприятия сотрудники отдела по делам молодежи и спорта района Рудаки провели пропагандистскую акцию по ведению здорового образа жизни. По итогам мероприятия ряд активных молодых людей были награждены благодарственными грамотами. Зумрат Файзиева, Далер Содиков, Мехрузи Джума. Новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.